Время актуального интервью. В Якутии начнется реализация молодежного школьного бюджетирования. Что это такое, кто в нем может принимать участие и каковы в целом тенденции развития инициативного бюджетирования в мире и в России, узнаем у ведущего эксперта Всемирного банка в области инициативного бюджетирования Сергея Гридина. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поясним для наших телезрителей для начала, что вообще представляет из себя инициативное бюджетирование, как оно развивается в стране и в мире и какую позицию занимает наш регион. Вы знаете, у многих самых простых вещей есть очень сложные названия. Вот данный случай, пожалуй, к этому и относится. Инициативное, а еще иногда говорят еще покруче, партисипаторное, что просто так вообще не выговаривается. На самом деле все очень просто. Это вовлечение населения в процесс самоуправления на территории своего населенного пункта путем непосредственного участия в выборе тех объектов, которые необходимо отремонтировать, построить, восстановить за счет средств бюджета муниципального с долей участия регионального. То есть проявление своей гражданской позиции Совершенно и гражданского верно. общества. Совершенно верно. Какое место занимает Якутия? Ну, Якутия занимает, как и в целом на карте нашей страны, очень значительное место. Все-таки те же самые 3 миллиона квадратных километров. И вот когда мы показываем карту нашей страны в других регионах России, вот это якутское пятно огромное, большое, оно совсем не является какой-то черной. Оно действительно яркие тона, радужные, окрашенные. Мы говорим, что в этой республике действительно проекты делаются, несмотря на самые сложные вопросы, связанные с климатом и населением, разряженностью. Вот. И поэтому не только, я бы сказал, даже на территории нашей страны, потому что Якутия стала победителем международного конкурса, который проводился в рамках лучших практик вовлечения населения, и это отмечено, и является таковым на сегодняшний день. Я только что приехал с других территорий, был в Калининграде, буквально вчера прилетел рано утром, и вот когда на самом западном нашем регионе показывал опыт работы Якутии, собрания в селе Майк Мегино-Кангаласского района, в Чурапчинском районе, честно говоря, даже вот в таких достаточно, можно сказать, западно продвинутых территориях это вызывало и уважение, и почет, и поэтому, можно сказать, и передаю привет от тех, с кем я встречался, жителям республики. Как на сегодняшний день обстоят дела с законодательной базой бюджетирования и нужны ли, на ваш взгляд, отдельные региональные законы в этой сфере, чтобы уточнить какие-нибудь моменты? Спасибо. Это вот, пожалуй, очень важный вопрос и очень серьезный, потому что по этому поводу и в научном сообществе идут споры, и в экспертном тоже, и среди тех людей, которые непосредственно занимаются этим вопросом. Потому что сегодня все то, что делается в рамках инициативного бюджетирования, чаще всего регулируется непосредственно актами того региона, где это выполняется, с учетом той специфики, которая имеется в этом данном регионе. Поэтому есть предложения, связанные с тем, чтобы реформировать федеральное законодательство, и мы встречаемся с представителями Федерального собрания по этому поводу, разговариваем. Но у нас всегда есть небольшое опасение, что как только эти процессы будут приобретать вот такой характер, все уйдет во многом в формальную форму, не учитывая, что разные регионы у нас в стране, разные люди, разная специфика. И пока, по крайней мере, мы отставим позицию, что достаточно той нормативной базой и законодательной, которая существует на уровне региона. И вот именно, наверное, во многом это и определяет успех программ инициативного бюджетирования, что они именно по этим законам исполняются. А сегодня около 60 регионов России эти программы делают на своих территориях. То есть правильно ли я понимаю, что если углубляться в законодательную базу, то можно просто-напросто привести эту программу к каким-то бюрократическим проволочкам? Я согласился бы с вами, потому как все-таки мы много знаем хороших и больших начинаний, которые именно вот так вот и заканчивались, когда регламентируется все и вся, а так как здесь работа связана непосредственно с людьми, их участие и проведение собраний, когда это загонять в какие-то абсолютно такие формальные процедуры, все может вот привести именно к тем негативным последствиям, о которых вы говорите. В этой программе непосредственное участие принимают граждане. В связи с этим вопрос, кто и как вообще контролирует подобные проекты? Ну, эти проекты контролируются всегда тем органом, который их финансирует, а финансирует их региональный бюджет, бюджет республики. Большей частью, конечно, есть софинансирование и со стороны местных бюджетов, и со стороны населения, и
со стороны спонсоров, и достаточно большие доли, это где-то до 30% от общей стоимости проектов занимают эти цифры. Но контролируется в республике, это Министерством финансов республики, которое выделяет средства на эти цели, ну и, соответственно, всеми теми структурами, которые следят за исполнением и выполнением обязательств, бюджетных обязательств, средств из расходуемых бюджета. А если отследить динамику участия граждан в обсуждении подобных вопросов за последние, ну, к примеру, 4-5 лет, есть ли у нас развитие в этом вопросе? Ну, если говорить о 4-5 годах, то это надо динамику, скорее всего, по общероссийской проводить площадке, потому что в Якутии, начиная только с 2017 года, идет проект. И динамика, конечно, есть, так как мы начинали только с 5 территорий, а сегодня уже выполняется проект на всей территории республики. Это динамика чисто количественная. Ну и она и финансовая, по количеству людей, принимающих участие, по количеству и взносов. Ну и самое главное, по тем настроениям, которые у людей есть. Мы вчера проводили совещание селекторное с рядом регионов, и арктических в том числе. И у людей есть желание, у глав муниципальных образований есть желание, чтобы программа развивалась, и они готовы продолжать в ней участвовать. Если привести конкретные примеры программ, какие программы показали себя наилучшим образом за последнее время на территории именно нашего региона? Ну, в первую очередь, вы знаете, на территории каждого субъекта есть определенная специфика. Вот для Республики Саха-Якутия, наверное, такой спецификой является работа, связанных с обеспечением летних водопроводов. Вот что интересно, мы такие проекты, пожалуй, впервые встречались, так как в других регионах такой специфики нет. И надо сказать, что это тоже определенная специфика республики, потому что это не только услуги коммунальные, это не только вода, но это еще самозанятость, это возможность обеспечения какого-то ведения подсобного хозяйства. И вот эти проекты, они достаточно серьезно иногда лидируют. Ну и много очень проектов, направленных на приведение в порядок своих населенных пунктов, это объекты благоустройства. Мы в начале программы озвучили такое понятие, как школьное или молодежное бюджетирование. Что это такое и какие цели и задачи перед собой ставят? Ну, школьное или молодежное бюджетирование – это, пожалуй, одно из тех новых веяний, которые сейчас в системе инициативного бюджетирования развивается на территории Российской Федерации. Это те же принципы, но участниками этих собраний, этих решений являются непосредственно либо молодежь, объединенная по тем или иным признакам, либо школьники. А основателем этого движения являются ваши коллеги по Дальневосточному федеральному округу Сахалин, вот, где эти процессы уже идут 3-й год. Но сейчас уже 6 регионов России реализуют подобные проекты. Ну вот, насколько у нас есть информация, руководство республики тоже хочет внимательно посмотреться к этим проектам. Но так как у республики всегда есть свой определенный взгляд и желание быть немножко чуть-чуть по-другому выполнять те или иные проекты, в республике хотят им придать другой немножко оттенок. Не чисто школы, а в большей степени сделать акцент внимания на молодежь. Вот именно ту категорию, которая уже, можно сказать, одной ногой вступила в взрослую жизнь. И мы будем встречаться, обсуждать параметры, как это лучше сделать, какая существует на этот счет международная практика и насколько она будет адаптирована к республике. Довольно неожиданно, что такая практика началась с Сахалина, а не, к примеру, с Хабаровска. А механизм финансирования будет ли отличаться от взрослой, назовем ее так, программы? Ну, если определять именно вот те аналоги, которые существуют на сегодняшний день, да, там отличается механизм финансирования, потому что во взрослых так называемых программах идет все по принципу конкурса, кто больше набрал очков, кто больше набрал баллов. Здесь мы хотели бы, чтобы все-таки молодежь была более в равных положениях и именно определялись их конкурсные идеи. И была бы возможность, чтобы каждая из этих идей была реализована. Поэтому, скорее всего, там будет направлено внимание на качество подготовки идей, а не на их количество. Вот как раз-таки насчет качества возникают большие вопросы. Если взрослые люди более-менее представляют себе, что такое проектно-сметная документация, что такое планирование бюджета, то у молодежи и, в частности, тем более у школьников в этом плане очень мало опыта. Могут ли они взять опыт или попросить помощь у взрослых при этом? Будет ли им оказываться эта поддержка? И что они могут сделать для этого бюджетирования? Вы знаете, настолько молодежь сейчас хорошо подготовлена, настолько она грамотна, что вот эти все вопросы, которые им кажутся нам неизвестными, они действительно, может, в какой-то степени им неизвестны, но лишь только по той причине, что они с ними не соприкасались. Как только они вступают с ними в контакт, они очень быстро это узнают, очень быстро их вникают и в ближайшее время могут даже кого хочешь научить. Поэтому сама процедура
обучение тем или иным вопросам, она очень важна во всех этих проектах. Она касается и взрослого бюджетирования, и инициативного тем более. Поэтому вот сейчас у нас на Ямале прошел целый цикл таких обучающих тренингов, семинаров, как мы говорим, для школьников, для молодежи. И те вот итоги, которые мы с них получили, свидетельствуют о том, что молодежь действительно очень быстро вникает, очень быстро проникается и очень активно в этом участвует. Давайте вернемся к инициативному бюджетированию в целом. Вы уже сказали, что у нас, в частности, в регионе из-за определенных условий в основном применяются, точнее реализуются проекты по улучшению и комфорту городской среды и инфраструктуры. Есть ли какие-то еще проекты, и желательно успешные, которые реализовывались у нас? Есть, безусловно. Проекты, связанные с развитием национальной культуры. Это проекты, которые нам достаточно часто встречаются в республике, потому что мы время от времени их просматриваем. Люди действительно озабочены, особенно в сельской местности, чтобы поддержать и развивать национальную культуру, национальную идентичность, национальные праздники. И мы действительно приветствуем такого рода проекты, с удовольствием принимаем участие в их открытии и в их тиражировании на других территориях, смотрим, когда показываем это. Это вообще все, что связано с культурой, не только говорить, если о национальной культуре, это обустройство домов культуры, адаптация их к современным условиям. Вот мы видели, в Чурапчинском районе был отремонтирован кинотеатр, который уже был, можно сказать, соответствовал каким-то городским стандартам. И это было приятно посмотреть, когда есть в этом помещении кинотеатр по последним современным техническим условиям, и комната отдыха для детей, ну и самое главное, даже автомат по производству попкорна. Знаете, это уже вот такой запах, определенный запах нового чего-то. Каковы сейчас главные проблемы в реализации инициативного бюджетирования в регионах и перспективы дальнейшего его развития, в том числе и в Якутии? Вот как это ни парадоксально, главная проблема в том, что это стало модно. Всем это стало нравиться, поэтому показатель очень хорошо стал учиться перед руководителями, и многие и регионы, и территории стали как бы этот термин использовать всуе, как говорят. Вот. И те или иные мероприятия, которые не являются, по сути своей, даже инициативным бюджетированием, и лишь только опосредственно касаются людей или учитывают их мнение, называют, что это вот так инициативное бюджетирование, мы вовлекаем людей. Мы стараемся показывать все эти процессы в достаточно открытом виде, что все-таки на все есть свое слово, которое так или иначе называется. Все надо делать. И не надо в погоне за модой, может быть, в какой-то степени приводить в негодность то, что делается и делается успешно. Мы бы хотели сохранить, чтобы эта программа была именно такой, как она зарождалась. А зарождалась она людьми на основе действительно их инициатив, не спускалась сверху. И вот только потом, когда наверху, в федеральном правительстве уже поняли, что можно привлекать людей для решения таких вопросов, она уже была распространена, тиражирована во всех регионах Российской Федерации. Сергей Алексеевич, огромное спасибо за беседу. Будем надеяться, что эта программа приобретет тот вид, которую в ней и задумывали изначально, то есть людьми и для людей. Тему инициативного бюджетирования мы обсудили с ведущим экспертом Всемирного банка Сергеем Гридиным.